В Башкортостане более 2000 человек с начала года зарегистрировались как самозанятые. Кондитеры, репетиторы, видеографы. Все, кто оказывал услуги, но был в тени налоговых органов, теперь могут работать легально. Налог на профессиональный доход начал действовать в республике с 1 января, как и еще одном экспериментальном регионе. Ее работа – организовывать людям праздник, свадьбы, юбилеи, повышение по службе. Адель Валидиянова накроет стол на любой случай жизни. Каждому клиенту у нее индивидуальный подход, ведь от этого во многом зависит репутация. Работает девушка на себя, с этого года официально. Я считаю, что лучше выйти из тени и работать легально, и ничего не бояться. Например, можно подавать рекламу. В дальнейшем я себя уже чувствую более уверенно, так как я легально совершаю свой бизнес, свою работу, любимое дело. Никаких стопок бумаг и бухгалтерских учетов. О каждом таком фуршете девушка отчитывается в специальном приложении на смартфоне. Всего 2 графы – оказанная услуга и сумма. Налог высчитывается автоматически. Организация фуршета, то есть наименование услуги, и можно выдать чек, если требуется. И это все? Все. С 1 января легализовать свой статус может любой самозанятый, не выходя из дома. Все, что запросит приложение – скрин паспорта и селфи. А вместо подписи достаточно будет просто моргнуть. Налоговая ставка установлена в размере 4% в отношении доходов, полученных от физических лиц, и 6% от индивидуальных предпринимателей и организаций. Ключевым условием является ограничение по сумме дохода 2 миллиона 400 тысяч рублей, а также запрещены отдельные виды деятельности, такие как перепродажа товаров, производство, реализации подакцизных маркируемых товаров, посредническая деятельность, оказание услуг в интересах другого лица. Только по примерным подсчетам в республике насчитывается около 20 тысяч самозанятых. Чтобы понять, насколько большой сектор самозанятых, достаточно взглянуть в газетные колонки о предложении услуг или на сайты объявлений. Всевозможные няни, кондитеры, фотографы, и это лишь малая часть. В сферу самозанятых можно отнести и тех, кто сдает недвижимость. К слову, некоторые на аренде построили настоящий бизнес, не облагаемый налогом. Если незарегистрированного самозанятого предпринимателя поймают за руку, ему грозит штраф. Сумма, конечно, небольшая, и по карману ударить не так сильно, но преимущество от добровольного перехода на налоговую систему все же есть. Самозанятый может брать кредиты, пользоваться государственной поддержкой и заключать договоры с более крупными предприятиями, которые ранее не соглашались сотрудничать с неофициальными поставщиками услуг. Вы часть своей зарплаты платите в пенсионный фонд, это ваша будущая пенсия, да? И плюс платите за услуги, медицинские услуги, которые вы получаете. Вот вы платите, а эти люди не платят. Но когда вы приходите в поликлинику, они стоят впереди вас. И они также хотят получить эти услуги бесплатно. Многим самозанятым уже начали приходить уведомления о том, что они ведут свою деятельность незаконно. Людей просят выйти из тени добровольно. За 2 недели после вступления закона в силу в приложении «Мой налог» уже зарегистрировались более 2000 человек. Артур Шамсудинов и Булат Закирьянов. Новости.